Сегодня поведаем вам о истории жизни великого сына ингушского народа Уцыга Малсага, он же Малсаг Далгиев, а в чеченской среде известен как Кхалсаг Далгиев. Этот же Кхалсаг, про которого ингуши не перестают сочинять сказки, рассказывая, каким смелым и отважным он был мужчиной. А в момент его гибели от Саадулы Гихински Кхалсаг с 3 своими товарищами сражался против чуть ли не целого чеченского отряда из 60 человек во главе с лучшим наибом Шамиля Гихинским. И тут же возникает резонный вопрос: о какой смелости идет речь, когда как ингуш Магомед Аушев написал про него то, что опровергает все, что пишут галгаевские горе-историки. Вот процитирую я вам отрывок из газеты «Ингушетия» от 1995 года, 21 декабрь. Автор, как я сказал ранее, ингуш Магомед Аушев. Цитата. «Из всех дошедших до нас преданий о славном сыне ингушского народа Уцыга Малсаге самым распространенным является рассказ о путешествии его верхом на коне в Петербург императору Александру II с целью отстоять свои права, честь и достоинство от посягательств царских чиновников». Вот текст этого предания. Это произошло во Владикавказе в 50-е годы 19 столетия. Офицер русской армии, ротмистр кавалерии Уцыг Малсаг, как обычно, утром ехал к месту своей службы. На одной из улиц Владикавказа он повстречался с приставом города, который двигался в окружении свиты вооруженных жандармов. Увидев лошадей, на которых ехала свита, лошадь Малсага заржала как раз в тот момент, когда ехавший впереди пристав почти поравнялся с ним. Пристав это принял за оскорбление его чести и ударом шашки поранил верхнюю губу скакуна, на котором ехал Малсаг. Естественно, последний возмутился. В ответ на это пристав ударил ладонью по лицу Малсага. Это была пощечина, оскорбление, которое можно было смыть только таким же ответным действием. Не стрелять, не драться с ним, сопровождаемым вооруженной свитой жандармов, Малсаг не мог, но и простить оскорбление забыть он тоже не мог. В душе он поклялся отомстить приставу за нанесенное оскорбление чести. Малсаг решил поехать по этому поводу в Петербург к самому царю Александру II. Доехать туда он мог только верхом на лошади. У лучших ветеринаров он вылечил свою раненую лошадь, кормил, тренировал и готовил ее в дорогу. О конфликте с приставом и решении ехать в Петербург он рассказал своей матери. Мать задумалась над словами сына, затем сказала: «Пристав – высокопоставленный чиновник, вся власть на месте в его руках, у нас нет сил спорить с царскими властями. Сын мой, если ты поспешишь отомстить и совершишь какой-нибудь опрометчивый поступок, ты пропадешь ни за что. У нашего народа есть пословица: терпением преодолеваются высоты гор, спешка губит душу. Все надо делать разумно, с расчетом и терпением. У нашего народа есть еще другая поговорка: непрощенная кровь, отомщенная кровь. Наберись терпения, сын мой, придет твой час, и ты отомстишь за нанесенную обиду».